Сколько раз совершалось богослужение? Что означает слово «литургия» и почему простили блудного сына? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Богослужение, как выражение устремления человека к Богу, ведет свое начало с тех пор, как человек впервые узнал о Творце. Узнал же он о Боге тогда, когда Господь явился к нему в раю и дал ему первые заповеди о невкушении плода от древа познания добра и зла, о соблюдении покоя в седьмой день и благословил человека на брачный союз. Мы знаем о том, что даже Эдемский сад при творении человека, и куда Господь вселяет человека, устроен по образу храма. Именно так толкует устройство вот этого рая ветхозаветного, Эдемского сада, преподобный Ефрем Сирин. Он говорит о том, что два древа, посаженные Богом посреди рая, древо познания и древо жизни, образуют собой как бы некие врата, входя в которые человек ощущает себя в присутствии Божием. У разных святых отцов есть различные толкования этих деревьев, но суть остается в том, что сам Эдемский сад устроен наподобие храма, где все превосходит себя. И заповедь, данная Богом Адаму, призывает его возделывать и заботиться об этом рае. В этом и была первая форма богослужения. После грехопадения первых людей и изгнания их из рая, первобытное богослужение получает свое дальнейшее развитие в обряде жертвоприношений. В ходе их поклонения обязательно приносились кровные жертвы животных. Весь ветхозаветный устав богослужения сводился главным образом к жертвоприношениям. Жертва – это то, что люди должны были приносить в Богу как дар. И первоначальное обозначение жертвы именно таким и предполагалось. Жертвы были различного вида. Это были и жертвы всесожжения, и мирные жертвы, и жертвы восхваления Бога. Но суть здесь в том, что человек приносил Богу часть от своего труда. Жертва являлась как неким посредником между божественным царством и царством людей. Благодаря жертве люди могли выразить свою признательность Богу. Это не просто какой-то магический ритуал или обряд. Нет. Это то, что человек отдает Богу, посвящает Ему. То есть часть замещает собой целое. И Господь действительно устанавливает различные варианты принесения жертв для того, чтобы людям было понятнее, чтобы было на что ориентироваться, когда человек идет к Богу, и руки его должны быть не пусты. Но уже в Ветхом Завете мы читаем такие слова. «Сердце сокрушенно и дух смиренен». Вот что требует Бог. Мы читаем в 50-м псалме, что Господь принимает от человека сокрушение сердца. И не нужны ему вещественные жертвы. Это лишь символ того, что человек с сокрушением приходит к Богу о своем недостоинстве, о своих грехах и выражает признательность Богу за все то, что он имеет в своей жизни. Со времен Моисея, когда избранный народ Божий умножился в своем числе, богослужение стало совершаться от лица всего народа, особо поставленными на то лицами, которые назывались первосвященниками, священниками и левитами. Позже, в Ветхом Завете, Господь повелевает людям, своему избранному народу, построить скинию. В Ветхом Завете мы находим даже конкретные размеры, какой она должна быть, из каких частей должна состоять. Это является центром притяжения всей дохристианской молитвы для иудеев, для верующих, для людей, которые ощущали себя избранным народом, тем, кто должен возвещать окружающему миру истину о подлинном, истинном Боге, и в среде которого должен был родиться Мессия-Спаситель для спасения человечества. При царе Соломоне вместо переносного храма Скинии был воздвигнут в Иерусалиме постоянный величественный храм, который и был в Ветхом Завете единственным местом, где совершалось богослужение истинному Богу. Ветхозаветное богослужение не ограничивалось лишь жертвами, но, как мы говорим, это было основной частью богослужения.
Там были и молитвословия. Мы помним о том, как молился Богу царь Соломон, как великий пророк и царь Давид написал целую книгу, которую сегодня мы называем «Псалтырью», сборником как раз воздыханий и обращений этого пророка к Богу. Существовали и другие формы прошения и обращения к Богу. С приходом на землю Иисуса Христа и после Его смерти на кресте потребность в совершении кровных жертв отпала, и поклонение приобрело другой формат – новозаветный, в основу которого легло величайшее таинство тела и крови Христовой, установленное на Тайной вечере самим Господом Иисусом Христом и носящее название Святой Евхаристии или таинство благодарения. В новозаветные времена христианское богослужение многое заимствует из той формы, которая была в Ветхом Завете, но наполняет уже совершенно новым содержанием. Сегодня современные христиане продолжают ту же самую форму, которая использовалась в Ветхом Завете, но говорят о том, что теперь центральным местом всякого богослужения стало даже не наше приношение Богу, а благодарение Богу за то, что Он совершил для нас. То есть происходит некая встреча, ветхозаветное устремление человечества и новозаветный ответ Бога навстречу людям, ищущим Его, служащим Ему и стремящимся быть достойными своего Создателя. Православное богослужение очень символично. Ни одного действия не происходит для красоты. Во всем заключен глубокий смысл, непонятный случайным посетителям. По мере изучения состава и строя службы приходит понимание заключенных в богослужебных действиях глубины, смысла и величия. Современное православное богослужение выделяет несколько основных видов. Есть так называемые главные богослужения суточного круга. Это Евхаристия, это вечерня и утренняя. В современной практике вечерня и утренняя соединяются вместе и служатся обычно вечером. Это сделано для удобства христиан, которые сегодня в современном мире обременены многими заботами и делами, и поэтому эти два небольших по продолжительности богослужения обычно соединяются в одно. Поэтому неудивительно, что иногда в храме вечером мы можем услышать слова диакона, которые говорим: «Исполним утреннюю молитву нашу Господеве». Это богослужение действительно должно быть утром совершаться, но, опять-таки, для удобства верующих церковь решает сместить его и объединить с вечерним богослужением, для того, чтобы уже на утро оставить самое главное, что существует, божественная литургия или Евхаристия, в которой как раз верующие и благодарят Бога за то, что Он совершил ради нас, за то, что Он принес жертву для исцеления, для спасения всего человеческого рода. Поскольку самым важным таинством церкви является причастие или хлебопреломление, то и служба, на которой это таинство совершается, считают самым важным в церкви. Это божественная литургия. Литургия в переводе с греческого означает «совместное дело». Верующие собираются в храм для того, чтобы вместе прославить Бога и причаститься святых христовых тайн. Из чего же состоит эта самая главная часть богослужения, литургия? Литургия делится на основные три части. Это проскомидия, когда мы заготавливаем дары. Это литургия оглашенных. Раньше, в первые века, когда прежде чем человек крестился, то он должен был ходить на огласительные беседы, приобщаться к христианской вере, именно изучать ее и приходить на богослужение до особого момента. Когда диакон возглашает оглашение «изыдите», то в этот момент люди некрещенные из храма должны исходить. А после уже идет самая важная часть литургии, это литургия верных, когда в храме остаются все православные христиане, и совершается евхаристический канон, и совершается то самое чудо, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой.
Значение православного богослужения очень велико. Оно учит верующих, назидает, воспитывает, давая им богатейшую духовную пищу как для ума, так и для сердца. Божественная литургия, как и в Ветхом Завете, включает в себя некоторые элементы псалмопения. Какие-то ветхозаветные тексты объединяются с новозаветными и составляют единое целое, как раз-таки свидетельствуя о том, что и ветхозаветное богослужение было посвящено Богу, угодно Ему, им заповедано. Также и сегодня, в новозаветные времена, мы говорим о едином завете, Ветхом и Новом, что это не два различных завета, но завет единый. Но сегодня мы уже в Новом Завете, в котором мы встречаем и прославляем Бога за ту жертву, которую Он приносит нам. От нас лишь требуется внутреннее согласие к принятию этого дара. В богослужениях раскрывается догматическое учение Церкви и преподаются нравственные уроки подлинно христианской жизни в живых образах и примерах святых угодников Божьих, память которых прославляется Церковью почти ежедневно. Если просто для обывателей, то классифицировать церковное богослужение можно на два вида – утренние и вечерние службы. То есть во всех городских храмах обычно служится утром литургия, вечером вечернее богослужение. А во всех храмах и даже деревенских храмах, в общем-то, служба совершается в воскресный день. И накануне вечером все ночные бдения в субботу вечером. Особенно важная очень служба совершается по утрам, то есть это божественная литургия, или по-другому в народе называется обедница, которая совершается только до обеда. За исключением можно, наверное, привести пример ночные богослужения, такие очень важные, как Рождество Христово, Крещение Господне, Пасха, которая совершается ночью. Также к церковному богослужению можно отнести и требы, такие как, например, крещение или отпевание. То есть это и есть богослужение. Совершается служба, когда крестится младенец или когда мы провожаем в последний путь усопшего. Еще мы можем провести такую классификацию, разделить богослужения, которые связаны напрямую с таинствами церкви, и те, которые, в общем-то, не связаны с таинством церкви. Например, в нашем храме ежедневно в будни читается акафисты, молебен с акафистом. Вот это такое простое богослужение, но таинство здесь никакое не совершается. А если мы уже говорим о литургии, о крещении, или о освящении, о венчании, то там, конечно же, происходит таинство церкви, в котором мы с вами должны принимать участие. Храмовые богослужения – это службы, состоящие из чтения и пения молитв и псалмов, чтения Святого Писания, священнодействий, которые чередуются и выполняются в определенном порядке. Наше православное богослужение имеет уже давнюю историю. И формировалось оно тоже в течение многих лет, что-то приобретая, включая в себя, что-то сокращая, от чего-то уходя. И практика сегодняшняя нашей русской православной церкви объединяет два устава, которые приходят к нам из Византии. Это устав Великой Церкви и устав монастырский, обители Саввы Священного. Устав Великой Церкви более праздничный, посвященный для людей мирских. Обычно на этих богослужениях присутствовал император, присутствовали придворные и люди светские. Поэтому богослужение отличается песненностью, не так продолжительно, оно более торжественно и радостно. Устав же монастырский, устав обители Саввы Священного, он предполагает больше чтения, больше аскетического настроения. Наш современный устав включает и объединяет в себе обе формы богослужения, существовавшего в Византии. И поэтому в нашем богослужении сегодня встречаются и песенные произведения, торжествующие, ликующие, прославляющие Бога. Есть и элементы, которые предполагают аскетическое напряжение у верующего человека. Жизнь человека отравлена суетой и постоянными заботами. Не случайно Христос указывал на это как на главное препятствие для достижения Царствия Божия. Именно поэтому храм, в котором человек может хоть ненадолго отрешиться от обыденности, от сутолоки и шума жизни, это место, где происходит наш духовный рост, наша встреча с Отцом.
Очень важно для любого православного христианина раз в неделю приходить на службу. То есть это в субботу вечер и воскресенье утром. И, конечно же, регулярно за этими службами причащаться, ну, хотя бы, как самый минимум, один раз в пост. Это правильно делать, конечно, в посту, потому что в правила подготовки к причастию входит и пост. А как раз-таки, когда мы с вами готовимся к причастию, мы с вами и больше уделяем время молитве, мы с вами думаем о своих грехах, каемся в них, держим духовный и физический пост и, в общем-то, подходим к принятию святых христовых тайн. Вот что самое главное нам нужно делать за богослужением. Священник Павел Флоренский называл богослужение синтезом искусства. И действительно, не какая-то одна сторона человеческой личности должна облагораживаться и освящаться в храме, а все его существо, все его 5 чувств должны быть включены в богообщение. Поэтому в храме важно и значительно все. И величие архитектуры, и аромат ладана, охватывающий обоняние всех молящихся, и красота икон, и пение хора, и проповедь, и священнодействие, составляющие храмовую мистерию. Великий пост – это одно из центральных событий в православной церкви. Цель поста – подготовить тело и дух христианина к покаянию. Великому посту предшествует подготовка. Православные готовятся к Великому посту на протяжении 4 недель или седмиц. В эти дни нужно следовать советам церкви, молиться, духовно готовиться к посту и совершать хорошие поступки. Второй подготовительной неделей Великого поста церковь именует неделю о блудном сыне, потому что в этот воскресный день во всех храмах нашей Святой Церкви читается отрывок Евангелия от Луки, где Господь наш Иисус Христос рассказывает притчу о блудном сыне. Это действительно очень трогательная притча, очень поучительная. На самом деле эту притчу знает практически каждый. И, кстати говоря, только у апостола Луки мы встречаем эту притчу. Эта притча говорит прежде всего о любви Бога ко всем заблудшим и ко всем отступившим. И мы знаем ее как под названием «О блудном сыне». В принципе, ее можно еще назвать притча о 2 сыновьях. О том сыне, который заблудился, и о том сыне, который возревновал отцу, почему он так отнесся к своему сыну, который вернулся. Итак, у одного человека было 2 сына. И вот младший сын потребовал у отца свою часть наследства. Сам факт, что сын попросил наследство, он не являлся чем-то из ряда вон выходящим, но был как неприличным, бессердечным, ибо мы с вами знаем, что, как правило, наследство получали после смерти отца. А здесь отец был жив. И вот сын ушел в страну далече, промотав там все наследство, которое дал ему отец, и дошло до того, что он стал свинопасом. То, что было запрещено Моисеевым законом. И это положение его не спасло. Дело дошло до того, что он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Кстати, а что это за рожки? Не в нашем понимании какая-то вермишель. Так называются плоды рожкового дерева. Семена, извлекаемые из стручков, шли на прокорм скота и свиней. И вот любопытный факт, что по-гречески рожок – кератион. Семя это стало мерой веса драгоценных камней. Отсюда и название этой меры – карат. И тут сын, придя в себя, а это очень важно, эти слова, придя в себя, потому что человек пребывает в себе, может пребывать только в себе, понять себя, только если он пребывает с Богом. И вот сын, придя в себя, вспомнив о том, что у него есть отец, пошел к нему, говоря о том, что, может быть, он примет меня как
Ведь и у него работники едят лучше, чем питаю сейчас я. И вот, идя домой, отец увидел его. И не просто пошел, а побежал к нему. Вообще, такое поведение отца, оно нестандартно, потому что он ведет себя не как патриархальный отец. Это удивительно, он бежит, задрав одежды, к своему любимому сыну и припадает к нему. Конечно, сын раскаивается. «Согрешил я, Отче, на небо пред тобою». И отец принимает его. Он одевает его в новые одежды, в обувь. Кстати говоря, рабы и слуги обувь не носили. Это признак сыновства. Он его принимает как сына, как господина. И более того, он приказывает своим слугам заколоть тельца, дабы устроить праздник, что, собственно говоря, и происходит. И вот второй сын, возвращаясь домой, увидев танцы, праздник, он даже не вошел в дом. И когда отец стал его приглашать, он даже не назвал своего брата братом. «Сын твой вернулся». И, укоряя отца, спросил: «Как же так? Я был с тобой, и ты не дал мне даже козленка заколоть, чтобы повеселиться со своими друзьями, а он ушел, бросил тебя, и ты устраиваешь ему такой праздник». На что отец сказал, что: «Сын мой, ты был со мной, и все твое, все мое, все твое. Но брат твой умер и воскрес». И вот в этом прослеживается явное стремление Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа показать ту любовь, то милосердие, с каким относится Господь к каждому. И прежде всего, конечно, и грешникам, покаявшимся. И поэтому первый сын, конечно, символизирует всех тех, кто так или иначе, ища эту свободу, не находя ее, потому что без Бога нет свободы, понимая это, идет к Богу, и Господь прощает его. А второй сын, конечно, символизирует фарисеев, которые живут по закону, но у которых, к сожалению, не хватает любви и милосердия. И эта притча научает нас, чтобы быть милосердными, чтобы стараться прощать своих обидчиков, своих родных и близких. Ибо сам Господь, что бы мы ни делали, Он нас всегда прощает. Поэтому надо, конечно, уподобляться Его примеру. Любой родитель любит своего ребенка и примет его и простит после всех совершенных им ошибок. Также понимает и прощает христиан Господь Бог. Нужно только прийти к Нему и покаяться. Тогда Бог примет человека с распростертыми объятиями.